Жители микрорайона Сосновая Поляна столичного поселка Краснозатонский бьют тревогу. Для плановых работ здесь решили отключить электричество аж на 7 часов. И это в крещенские морозы. Для многих местных такой блэк-аут без преувеличения грозил коллапсом. И работы перенесли после возмущений в соцсетях. Вот только такие же отключения в Сосновой Поляне в холода уже бывали. Чаяние местных жителей узнал Евгений Стокос. Алла Андреевна живет в микрорайоне Сосновая Поляна больше 2 лет. В прошлом мае начались постоянные отключения электричества. Сперва о них и вовсе никто не предупреждал, затем предупреждать начали, но реже опускать рубильник не стали. Пока на улице грело лето, было неприятно, но терпимо и хотя бы понятно, мол, готовимся к зиме. Но подготовиться, видимо, не вышло. Отключения продолжились, даже когда выпал снег. В сентябре как постоянно отключение беспрерывное. Значит, сентябрь, октябрь, ноябрь и в декабре. Это кроме лета. Лето постоянно, да. Значит, ребенок приходит домой, у него темно и холодно. Как ему готовиться к урокам и где ему быть? А старому человеку как быть? А больному как? Таких отключений только за прошлый год было больше 40, и редко они были короче 7 часов. Причем это не устранение аварий, а именно плановые работы. Самые неприятные зимние, жизнь по сути парализуется. Ведь без электричества не работают насосы, электроплиты и котлы. Только за прошлый год и по грубым подсчетам электричество отключали более чем на 300 часов. Как бы мы ни обращались, с точки зрения закона, господа энергетики правы. Она есть, эта цифра, да, действительно, но при обращении, это есть нарушение. Это серьезное нарушение, скажем так, электроснабжения потребителей, да, по закону. Но доказать в суде, что потребление было прекращено именно на 332 часа, практически невозможно. Причем платят местные по полному сыктывкарскому тарифу. И земли здесь, напомню, выдавали в том числе многодетным семьям, у которых в городе никакого жилья нет. У меня ребенок в школу уходит, например, подкинул немножко, пришел с школы. И опять потом топит дальше на эти же угли. Я не знаю как. А если вот так вот выключат, давление поднимется у котла, и что потом? Взорвется этот котел? Малыши постоянно в школу ходят, все детки к нам прибегают. Пришли, а я не могу не согреть ничего, потому что у меня отключили электричество. У меня отопления не стало. У меня полетел этот холодильник. Полетел котел, стиральная машина из-за этих перепадов. Когда обращаешься куда-нибудь, это не наша линия, это мы не относимся. Дорожная это другое, вот когда по свету. Это, говорит, ваша линия, а там, говорит, не мы напишем. Да. Мы пишем, написали, они описывают, только описываются. Мы это не знаем, это не наше. Дайте номер, а мы это у нас нету, говорит. Ну как, к кому обращаться? Уведомляют о том, что с 8 до 17 часов будет отключение электроэнергии. Никаких в обед, к примеру, включить, да, чтобы можно было хотя бы еду там подогреть, приготовить. И все-таки с учетом интересов жителей не на целый день отключать, а именно на период, когда проводятся работы. Очередное отключение, в этот раз запланированное на 21 января, стало последней каплей перед бурей в соцсетях. А плановые работы обязательно в морозы выполнять и отключать электричество? Отопление же у людей. Замерзнут все. Интересно, кто там такой адекватный придумывает, когда свет отключать? Хотят, чтобы люди замерзли, батареи полопались. Негодование горожан не осталось незамеченным. Отреагировал Центр управления регионом. Уже через несколько часов отключение перенесли до того дня, пока температура воздуха не станет выше минус 15. Мы достаточно оперативно зафиксировали такой сигнал от жителей, которые написали, что, минус 30 у них собираются отключать электричество, да, при том, что многие дома обогреваются электрическими котлами, различными конвекторами и так далее. Причем отключать электричество для того, чтобы там спилить ветки. Понятно, что эта ситуация ненормальная, и мы буквально там за несколько минут эту ситуацию довели до руководства Сыктывкара, которые, в свою очередь, очень адекватно и оперативно отреагировали и, собственно, не дали, да, проводить такие работы. То есть в этот раз, что называется, пронесло, но проблема-то не решилась. Неужели жителям Сосновой Поляны бесперебойную работу электричества придется каждый раз отстаивать, тем более в мороз? Энергетики защищаются, мол, у нас есть свои обязательства. В первую очередь мы делаем это для надежного электроснабжения жителей населенного пункта и их собственной безопасности. Это в части
обрезки угрожающих веток деревьев в охранной зоне электропередач. Ну и также у нас есть несколько заявок на подключение новых домов к электрическим сетям. Люди тоже ждут свет. Ну, есть плановые работы и, соответственно, договорные обязательства в отношении подключения потребителей к электросетям. Сроки. Безусловно, электриков тоже можно понять. Да вот только пока они соблюдают регламенты, жители Поляны рискуют имуществом и здоровьем. И к работе с людьми тоже есть вопросы. Кто-то не знает, что будет отключение, кто-то знает. Как эта система информирования, как эта система оповещения выстроена, тоже непонятно. Но, значит, надо нашей электрическим сетям, представителям этой организации подумать о других форматах работы с населением, чтобы не накалять вот эту вот обстановку. Мы все понимаем, что у них есть регламенты, что при поступлении заявки они в течение 5 дней, по-моему, должны эту заявку осуществить. Ну, я не понимаю, наверное, надо в регламентах что-то менять. Проблемой заинтересовались депутаты и предложили активистам встретиться с энергетиками лично, чтобы не получать отписок. Но первый шаг сделан. На наших глазах Сосновая Поляна превращается из сотен разных семей в настоящее сообщество, способное отвечать на вызовы сообща. А в растущем микрорайоне их будет еще много. Евгений Стокас, Дмитрий Ведерников, Юрган, Сыктывкар.